В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Игорный бизнес характеризуется как один из наиболее криминогенных видов предпринимательства. Стремительное распространение незаконного игорного бизнеса актуализирует вопрос об эффективности правового регулирования в этой сфере. Мы сегодня поговорим как раз об этой теме. О состоянии преступности в сфере незаконной организации и проведения азартных игр. Гость у нас в студии сегодня Денис Маликов, прокурор отдела по надзору за деятельностью органов Следственного комитета Российской Федерации по республике. Здравствуйте. Так, не просто звучал этот вопрос, но все же, что такое игорный бизнес? Игорный бизнес – это предпринимательство в области азартных игр, которое включает в себя казино, потом игровые залы, букмекерские конторы, тотализаторы и другие азартные игры. Угу. Хорошо. Где на территории России разрешено вводить игорный бизнес, вести? На территории Российской Федерации у нас в настоящее время действует федеральный закон номер 244 от 29 декабря 2006 года о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. В соответствии с данным федеральным законом, в соответствии со статьей 2, проведение азартных игр у нас разрешено на территории 5 субъектов Российской Федерации. Это Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область. Это что касается непосредственно казино, игровых залов. Что касаемо букмекерских контор, а также тотализаторов, они могут распространяться на всей территории Российской Федерации вне игровых зон, но при наличии соответствующей лицензии, которая на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сфере, связанной по букмекерству, в букмекерских конторах и тотализаторах, которые определяются правительством Российской Федерации. А сколько преступлений от указанных категорий у нас в республике зафиксировано? По итогам 2023 года у нас было возбуждено 16 уголовных дел данной категории. Для сравнения приведу цифры 2022 года. В 2022 году у нас было выявлено всего одно преступление данной категории, то есть у нас активизировались правоохранительные органы в этой части. По результатам рассмотрения которых в 2023 году у нас было в суд направлено 15 уголовных дел, которые были рассмотрены, и ряд из них в настоящее время рассматривается по существу. В первом квартале 2024 года правоохранительными органами возбуждено 6 уголовных дел данной категории, из которых 3 окончены с направлением в суд, 3 находятся в производстве. При этом хотелось бы отметить то, что в 2023 году, например, у нас все дела были зарегистрированы и возбуждены на территории города Якутска. В этом году география данного вида преступлений расширилась. Преступление было выявлено в Алданском районе, по результатам расследования которого виновные лица были установлены, уголовное дело направлено в суд и в настоящее время находится на рассмотрении в суде. Помимо этих примеров, как обстоят дела вообще по районам, если сравнить, и в столице Якутска, где все-таки больше распространено? Подавляющее большинство, допустим, возьмем по настоящему году, 5 из 6 преступлений не совершены на территории города Якутска. Если смотреть в 2023 году, все преступления были совершены в городе Якутске. То есть один факт у нас был выявлен в Алданском районе. Какая ответственность предусмотрена законом за незаконную организацию проведения таких азартных игр? У нас законом предусмотрена уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое может быть назначено наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Это применительно к части 1, которая у нас является наиболее распространенным
скажем так, преступлениям именно в этой сфере. Применительно к части 3, это квалифицирующий признак у нас, деяние, совершенное группой лиц, либо с использованием своего должностного положения, либо с получением особо крупной прибыли. За него может быть назначено наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Ну, скажу то, что в Уголовном кодексе у нас есть примечание, непосредственно разграничающее по извлечению прибыли. Да, там крупный размер, это надо, чтобы был от 1 миллиона рублей, особо крупный от 6 миллионов рублей. А вот что мы сейчас назвали именно уголовное, да, правонарушение, а предусмотрено ли административное в каких-то случаях? Да, в Кодексе об административных правонарушениях у нас предусмотрена статья 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях. Это у нас организация проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, либо без получения соответствующей лицензии в установленном порядке на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр, которая предусматривает административное наказание в размере от 800 до 1,5 миллионов рублей для юридических лиц. А все-таки очень интересно, как все-таки проводятся работы по выявлению таких вот азартных организаций, возможно, какие-то специальные меры, может, имеется номер телефона, куда звонят? Да, непосредственно люди, которые стали очевидцами, видели то, что где-то функционирует зал игровых автоматов незаконно. Они, конечно же, могут обращаться в дежурную часть МВД. Телефоны у нас размещены в 2GIS есть, то есть там сложностей никаких нет. Сообщают, данные факты проверяются, при наличии признаков устанавливаются, возбуждаются уголовные дела. И также у нас, получается, проводятся оперативно-розыскные мероприятия со стороны правоохранительных органов, которые по результатам определенных мероприятий устанавливают факты незаконной организации проведения азартных игр. Это вот мы сказали, что это рейды, и обычные рядовые граждане могут обращаться? Да, конечно. Хорошо. В каких случаях за незаконную организацию проведения азартных игр применяется административная и уголовная ответственность? У нас имеется определенное разграничение к административной ответственности за организацию и проведение азартных игр вне игровой зоны привлекаются лишь организации. То есть должностные лица и граждане, которые, получается, у нас организовали незаконную деятельность азартную, они привлекаются к уголовной ответственности в соответствии со статьей 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. А насколько строго вот по уголовной ответственности? Ну, смотрите, у нас часть 1 статьи 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, она у нас является преступлением небольшой тяжести. Да? У нас ответственность предусматривает до 2 лет лишения свободы. Если смотреть с квалифицирующим признаком, часть 3, да, это самое, оно относится у нас к преступлениям средней тяжести, к тяжким преступлениям, поскольку наказание у нас уже предусмотрено до 6 лет. Что в соответствии с Уголовным кодексом у нас относится к тяжким категориям преступлений. Ну, чтобы понимать, как у нас в Якутии все-таки обстановка эта криминогенная, насколько она вот сурова распространена? Ну, если смотреть, 16 преступлений было выявлено по республике. По всем 16 у нас были установлены лица, которые непосредственно занимались проведением незаконной азартной деятельности. 15 направлены в суд, как я уже ранее говорил. Из них часть уже осуждена, часть в настоящее время находится на рассмотрении. Но большинство из них это у нас направлено в суд по части 1 статьи 171 прим. 2, то есть по преступлениям, которые относятся к небольшой тяжести.
А если по статистике, все-таки цифры увеличиваются или уменьшаются? Вот, допустим, за 5 лет, 6 лет последних? Нет, у нас, конечно, если смотреть в разрезе 22, 23 и первого квартала 24 года, то есть у нас преступления данного вида, они набирают обороты. То есть если смотреть, в 22 году у нас было выявлено всего одно преступление, возбуждено уголовное дело такое. В 23 году у нас выявлено 16 уголовных дел, а за первый квартал уже 6. Угу. И хотелось бы все-таки узнать, да, что это за такие, ну, если конкретно казино, карты, что у нас? Нет, у нас, как правило, это игровые автоматы, то есть, как их правильно назвать, не однорукие бандиты. То есть в общественных В интернет, местах, да, ну, организовывают помещения, где находятся мониторы, которые через интернет осуществляют игорную деятельность. Онлайн, да? Онлайн. Угу. А чаще всего это какой возраст? Подростки, дети, взрослые, пожилые? Ну, такой конкретной статистики не ведется. Угу. Нет, ну это имеется в виду, наверное, вы меня не так поняли, кто организует, а кто все-таки участвует и попадается вот. Ну, там люди разной категории, Тоже то есть, разные ну, да, то есть среднего возраста. Среднего возраста. Угу. Ну что ж, спасибо вам большое, что уделили время и ответили на наши вопросы. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.